Сергей Витальевич, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас у нас в стране. Как вас встретила Абхазия? Как всегда, я думаю, встречает, потому как про ваше гостеприимство ходят просто легенды. Я первый раз в Абхазии, и я счастлив, что наконец-то я доехал сюда. И я надеюсь, буду здесь появляться довольно-таки часто. Мы договорились, что буду сюда заезжать. Тем более, что в Сочи я приезжал очень много раз и был со всеми спектаклями, с гастролями. Жаль, что не доезжал до Абхазии. Действительно, такое упущение. Но я надеюсь, мы это восполним. Сергей Витальевич, «Эхо БДФ», большой детский фестиваль, впервые проходит в Абхазии. Почему для вас было принципиально важно, чтобы фестиваль вышел за пределы России? Ну, безусловно, те самые мосты, культурные мосты, которые мы восстанавливаем, которые мы укрепляем. Потому что Большой детский фестиваль служит как раз вот такому, мне кажется, такому международному сотрудничеству и укреплению дружбы между народами. Дело в том, что Большой детский фестиваль мы проводим уже 9-й год подряд. И с 21-го решили проводить «Эхо Большого детского фестиваля». Как знаете, такой отголосок после Москвы и Санкт-Петербурга, отголосок по регионам. И с 21-го года мы проехали 17 регионов. От Калининграда до Камчатки. На Камчатке были даже 2 раза. Благовещенск вот недавно посетили, Уфа. То есть Дагестан, Севастополь. То есть у нас наша дорожная карта нашего «Эхо Большого детского фестиваля», она огромная. То есть это эхо очень раскатистое. И вот с этого года мы приняли решение стать, нам доверили стать международным. То есть помимо российских регионов, которые мы будем продолжать посещать с нашим культурным десантом, мы еще стали международными. И первый наш десант высадился на Шпицбергене. Это действительно было очень важно, поддержать русскоязычное население и тех самых наших, которые до сих пор остаются там. И очень важно вообще было для Шпицбергена, что за 95 лет такое мероприятие, посвященные детям, потому что все-таки Большой детский фестиваль – это территория детства. Мы провели там. Казалось бы, наша крайняя точка – это север. Вот. И то, что мы в нашей международной повестке теперь уже приехали с нашим культурным десантом сюда, в Абхазию, это наш второй шаг. Безусловно, впереди будет и Кыргызстан, и Казахстан. Мы даже и в Эфиопию собрались. У нас есть еще желание и в Антарктиду съездить, и заодно и Австралию посетить. То есть это укрепляет, безусловно, международные связи, а поскольку это территория детства, то, конечно, все то, что мы вкладываем в развитие наших детей, это абсолютно международная повестка, потому что мы всегда, все абсолютно родители во всем мире учат детей добру, тем самым прописанным истинам, которые мы знаем из детства. Конечно, мы хотим, чтобы и у детей было безоблачное детство, чтобы они почитали взрослых, они были умными, хорошими, смелыми, порядочными. То есть все то, что мы вкладываем в наших детей, я убежден, то же самое во всем мире хотят все родители без исключения. Но не бывает так, что они изначально учат зло. Да нет, что такое хорошо, что такое плохо. С самого раннего детства. Поэтому, конечно, Большой детский фестиваль, который как раз этому способствует. Мы привозим сюда победителей нашего Большого детского фестиваля, еще и обучающую программу, потому что для детей, которые в творческих студиях занимаются, которые тянутся к творчеству, к театру, мы даем возможность поработать с мастерами. Педагоги, которые занимаются сценоречием, сценодвижением, вокалом, то, что им необходимо. Может быть, впоследствии они станут артистами, даже просто станут хорошими людьми, абсолютно раскрепощенными, свободными. Это тоже крайне необходимо. И, конечно, знакомство с писателями, мастер-классы, лекции – это все то, что входит в наш культурный десант. Помимо того, что мы показываем спектакли, это победители Большого детского фестиваля, мы показываем кино, анимация – это все бесплатные показы. Так что мы рады дарить наше искусство. Да, представляем русскую культуру, да, безусловно, на русском языке, но это то, что нас объединяет. Я хотел сказать огромное спасибо, что мы с вами общаемся на русском языке, и это нам дает возможность быть ближе и понимать друг друга. Спасибо вам за это огромное. Я очень полюбил Сухум, я полюбил Абхазию. Здесь рады видеть, здесь настоящее гостеприимство, и я рад действительно вот так вот поделиться нашим солнышком нашего Большого детского фестиваля со всеми детьми, которые придут вместе с родителями на наши замечательные проекты, посвященные детям в рамках нашего Большого детского фестиваля. Я думаю, мы еще не раз приедем, потому что каждый год меняется программа. Может быть, еще сюда приедем, может быть, и с драматическими спектаклями. Есть такие планы. Вот сегодня мы обсуждали
Дай бог, чтобы получилось строительство с театрально-концертной площадки, зала здесь, в Сухум. И это было бы, конечно, здорово, потому что это дало возможность сюда привозить и проекты уже такие серьезные. И не на 500 мест, потому что здесь мы ютимся. Хотя, кстати, очень уютный зал здесь, Василий Искандера. Очень уютный зал, мне очень понравилась сцена, очень понравился зал. Но чтобы была большая театрально-концертная площадка, чтобы она могла принять и большие коллективы, и большие спектакли, и концерты. Так что будем надеяться. Надеюсь, у нас все получится. Я готов в этом участвовать и подписывать все письма и просьбы поддержки. Вот. И я понимаю, что и Хибла Гизмаева тоже очень, так сказать, ратует за то, чтобы здесь появилась такая театрально-концертная площадка, и вместительная, и хорошая, и оборудованная во всем последнем слову техники, концертной техники, так, чтобы здесь можно было проводить такие масштабные концерты. Мне кажется, это было бы здорово. Так что планов очень много, и я думаю, что наше сотрудничество будет продолжаться, безусловно. Вы не только художественный руководитель фестиваля, но и сами выходите на сцену в спектакле «Маленький принц». Какие бы вы смыслы хотели донести до зрителей, до юных зрителей, до подростков, да и вообще? Ну, это стало нашей традицией всегда. «Эхо Большого детского фестиваля» мы открываем «Маленький принц» с оркестром. Почему открываем с разными оркестрами? Ну, в этот раз мы привезли свой оркестр нашего Московского детского театра «МХАТ» имени Горького. Теперь это будет оркестр Московского художественного академического театра имени Горького. И со своим оркестром, со своими музыкантами. Они исполняют классику. Здесь присутствует французская классика. Не только сам Экзюпери, это его легендарный «Маленький принц», но еще и музыка Сен-Санс, Равель, Дебюсси. И в сочетании с вечной классикой Экзюпери это очень проникновенно, знаете, по-настоящему, по-человечески попадает в каждого. Причем и для взрослого зрителя, и для самых маленьких. Они здесь в этом спектакле, музыкальном спектакле, отмечают что-то свое. Мы здесь говорим и о глобальных смыслах, очень серьезных смыслах, о жизни, смерти, казалось бы, да. В этой песочнице я рассказываю историю «Маленького принца». Но и для взрослых, и для детей это очень важно, чтобы взрослый вот так вот вместе с детьми сел в песочнице и поиграл с ними. Для них это очень важно. Более того, глобальный смысл, который заложен в самом произведении, который мы подчеркиваем, самое главное — сохранить маленького принца в душе. Потому что мы все в детстве были маленькими принцами, когда деревья были большие, когда они были вышины из колокольни. Мы были маленькие, наш двор — это была наша маленькая планета. Все были большие вокруг, такие великаны, а мы были маленькими. Но вот это вот абсолютно детское, пронзительное ощущение жизни, такое завышенное даже чувство ответственности, правды, справедливости, оно было с детства. В детстве мы еще настолько открыты для окружающего мира, что, безусловно, реагируем на него как маленький принц, который абсолютно искренний. Что нравится, что не нравится, что я люблю, чего бы я хотел от этого мира. Мы маленькие принцы, и, конечно, самое главное — сохранить этого маленького принца в душе. И даже когда тебе уже много лет, если в тебе живет маленький принц, ты еще романтик. Я считаю, что будущее все-таки за романтиками. На Земле должны жить романтики. Именно они являются как раз двигателями того самого прогресса. Потому что вот эти самые мечтатели, вот эти самые романтики, они создают эту жизнь. Ну, с циниками жить невозможно. Только романтики, воодушевленные, которые могут посмотреть в небо и увидеть это огромное количество звезд и восхищаться, вдыхать аромат этого моря, я не знаю, цветущие липы, я не знаю, вот той самой природы. Именно романтик может восхищаться природой, отмечать в людях самое прекрасное. Может быть, не замечать пороки, но видеть самое главное — достоинство человека. Только романтик, циник этого не увидит. Поэтому, конечно же, это история про романтика, который может разговаривать с людьми о звездах и летать. Вот если сохранил в себе маленького принца, значит еще не все пропало. Сергей Витальевич, помимо спектаклей, в Сухуми еще пройдут в рамках фестиваля мастер-классы в дополнение к вашему ответу. Да, это как раз для детей пройду мастер-класс, а завтра я проведу мастер-класс для артистов как раз русской драмы Василия Искандера. Для артистов расскажу свои секреты актерского мастерства. Недавно у нас прошла фабрика Станиславского, мы принимали
90 человек. Это были молодые артисты и студенты со всей страны, из России. И для них мы проводили 10 дней активных тренингов и мастер-классов от мощных педагогов и мастеров по разным направлениям, дисциплинам, для того, чтобы они развивали свое актерское мастерство и, получив эти знания, стали лучше, стали совершеннее. А учиться актерскому мастерству можно бесконечно. Вот, и мы с Ираклием договорились, что завтра я как раз с утра проведу мастер-класс для артистов драмы. Вот, и с этого, можно так сказать, стартует наша неделя мастер-классов для Абхазии. Дальше уже пойдут детские, как раз детские мастер-классы и уже специальная программа для обучения ребят. Почему детям не просто нужно показывать искусство, а вовлекать их в него? И что бы вы пожелали молодым режиссерам, драматургам, актерам, которые только начинают свой путь? Быть искренним во всем, что вы делаете. Когда вы работаете с классикой или современной драматургией, самое главное — искать смыслы. Вот это, наверное, хотел бы пожелать, потому как эпатировать публику, скандал ради скандала, в этом нет искусства. Искусство — это поиск смыслов. Даже в той самой вечной классике найти ответы сегодняшнему зрителю, но именно благодаря классике или в современной драматургии. Нужно понимать, о чем я хочу поставить тот или иной спектакль, что я хочу сказать, выходя на сцену. Потому что в какой-то степени творчество оно всегда исповедальное. Режиссер посредством актеров рассказывает свою идею, взяв на вооружение идею автора, тем не менее транслирует через актера, транслирует зрителю. Очень важно быть услышанным. Ну и, конечно же, быть романтиком в душе. Потому что, когда мы со сцены говорим о любви, мы транслируем эту любовь. Мы говорим о душе, мы транслируем все эти самые чувства и эмоции. Быть правдивым. А для актерской профессии самое главное — быть настоящим. Слезы должны быть настоящие. Ты должен тратиться на сцене. Только душевная затрата таким образом даст возможность зрителю увидеть тебя настоящего. Большой детский фестиваль проходит при поддержке Минкульта Российской Да, и Федерации. Президентский фонд культурных инициатив, и Минкульта, безусловно. И я хотел сказать огромное спасибо сейчас за проведение Большого детского фестиваля, как раз и президенту Абхазии, и Министерству культуры Абхазии. И спасибо, да, Ираклию с его замечательным гостеприимством в русской драме, потому как без поддержки, безусловно, ничего не бывает. И вот люди, которые искренне поддерживают, это те люди, которые хотят добра. Люди хотят, чтобы действительно в вашей замечательной республике, ну, может быть, какие-то, вот, знаете, как те самые зернышки, которые прорастут, это очень важно. Дети, которые придут на мастер-класс, которые придут на лекции, послушать настоящих писателей детских, посмотрят замечательные постановки, которые когда-то выбрали сами дети. Ведь у нас детское жюри на Большом детском фестивале. Не взрослые определяют, кто победитель. Дети. 28 человек детей от 8 лет до 16, они определяют, кто будет победителем. Поэтому это их выбор. То есть вы увидите, допустим, там, не знаю, Монолит Очкарик, замечательный Омский театр, здесь и Каштанка представлены, и Кошкин дом. Это и Нягань, и Омск представлены здесь, и Москва, и Воронеж даже представлены. Поэтому имейте в виду, это все выборы детей. Это победители, которых определили сами дети. Поэтому, когда ты смотришь спектакль, ты понимаешь, что это их интерес. И в этом рождается тот самый глобальный смысл. Мы начинаем лучше понимать наших детей. Вот что им интересно. Вот что им, оказывается, нравится. Сергей Витальевич, вы сказали, что мы все маленькие принцы в душе. Вот, и принцессы, безусловно. Принцессы, конечно. Принцессы и принцы. Вот по вашему мнению, все-таки отличается детский зритель от взрослого или... Ну, взрослый зритель, он, как правило, даже если ему вдруг не понравится, он промолчит. Ну, во-первых, иногда бывает реноме. Это вот те самые законы и шоры, которые ставит взрослый человек, закрываясь от внешнего мира, он никогда не впустит в свой внутренний мир. Он закроется. Безусловно, театр существует для того, чтобы зритель открывался. Когда он смотрит на сцену, на ту самую историю, которую он видит, абсолютно живую историю, он открывается, он начинает реагировать. Но, тем не менее, все равно взрослый зритель есть взрослый зритель. Он сначала думает, потом говорит. А дети, они абсолютно открыто реагируют на происходящее. Они вот
как есть, так и оценивают то, что они видят. Поэтому, конечно же, это большая ответственность работать именно с детской аудиторией. Поэтому, конечно, такой вот форпост искусства, знакомства искусства для детей, именно детские театры. Здесь происходит первое знакомство детей с искусством, театральным искусством. Поэтому это очень важно. Опять же, поддержка детских театров. Если у вас в Абхазии... А у вас есть театр кукол? Театра кукол нет, но есть детские группы, вот как раз Детские ты... группы. Но Да. тогда я желаю, чтобы у вас был уже еще и свой театр кукол. Может быть, на базе, опять же, русской драмы. Ну, это нужно искать таких подвижников, которые готовы работать в этом направлении, потому что, допустим, театр кукол, театр юного зрителя, детский театр – это первый этап знакомства ребенка с искусством. Поэтому вот на этом этапе произошла любовь, случилась любовь. Значит, эти зрители, вырастая, становятся театральными зрителями, они и дальше пойдут в театр. Поэтому вот этот переходный мостик. Поэтому очень важно, допустим, наличие детского репертуара в театре. У нас в театре, допустим, 11 постановок для детей. И на малой сцене, и на большой сцене. И для меня ничего зазорного играть в постановку для детей. Я, допустим, очень люблю роль Джона Сильвера в «Острове сокровищ». Люблю на гастролях играть Джона Сильвера. Скоро поедем в Чечню, в Грозный у нас будут гастроли. И «Остров сокровищ» сыграем там. Интересно, интересно. Но и в Санкт-Петербург мы уже, по-моему, 9 или 7 год подряд и приезжаем осенью на гастроли по 2 спектакля в день, у нас полный зал. Вот, так что играть в детских спектаклях – это большая ответственность. И потому что через тебя, вот все, что есть у тебя, отдай зрителю, особенно маленькому юному зрителю, потому что от этого многое зависит, полюбит он театр или нет. Поэтому я вам желаю, вашей замечательной республике, чтобы у вас было больше и театров для детей, и театр кукол. Если в Сухум будет такой вот еще и театральной столицей, помимо русской драмы, еще и театральная концертная площадка замечательная, еще театр кукол свой. Ох, поверьте, это будет потрясающее подспорье для вообще развития, потому что через театр происходит еще и воспитание. Школа, безусловно, но образовательная программа, которую дети еще видят визуально в театре, образовательная программа, то есть то, что они проходят в театре, они потом видят. У нас, допустим, есть спектакль «Капитанская дочь», который я поставил к юбилею Пушкина. Поверьте, что для подростков, они проходят в 8 классе «Капитанскую дочку» Пушкина, для них увидеть визуально и сопереживать нашим героям. У меня совсем еще юные исполнители. У меня, получается, моя студентка, которая в этом году выпускается, Александра Лукьянова играет Машу Миронову, и Олег Свастюк, восходящая звезда, наша звездочка. Олег, который еще уже много снимается, сейчас в сериале играет, уже сыграл, выйдет, наверное, в следующем году, он сыграл Гринева уже в сериале. Но вот он дебютировал на сцене Московского губернского театра, сыграл Гринева. Но они юные на сцене. И, конечно же, для молодежи, которая приходит на спектакль, для школьников, для них ощущение, что они видят сверстников. И они не могут не реагировать. И визуально это настолько сильное впечатление для них, это, казалось бы, это хрестоматия, они уже прошли в школе, либо проходят. Но визуально, когда они видят этих героев на сцене, и Пугачева, и Гринева, Машу, и эмоционально реагируют до слез. Это, знаете, большое дело, которое мы делаем, помогая, опять же, образовательной программе, чтобы дети тянулись к классике, потому что в классике все заложено. Поэтому я желаю вам, чтобы у вас было больше театров в городе Сухум. Тем более, что у вас такая столица замечательная, старше в 2 раза Москвы и Нижнего Новгорода, который является побратимом. А так случилось, что у меня вся родня – это Горьковская область, Нижний Новгород. То есть это город для меня родной. То есть я в какой-то степени, потому что Нижний – это мой второй родной город, Москва, и Нижний Новгород – это мой родной город. Я родился в Москве, но вся родня – это Нижний Новгород. Поэтому немножко уже чуть-чуть побратим с Сухумом. Айва. Спасибо, очень приятно. Да, уже немножко родной город, побратим. Сергей Витальевич, вы уже говорили, о том, что Абхазию, Сухум ждут большие планы в театральной области. Вот частично вы об этом упомянули. Можно ли сказать, что большой детский фестиваль, после его проведения, Абхазию ждут большие перспективы в театральной области? Я надеюсь, потому что обучение, опять же, детей – это вклад в то самое будущее, потому что кто-то из ребят наверняка захочет потом связать свою судьбу с этой профессией.
Более того, у меня было предложение сегодня при встрече с президентом. Я предложил уже в следующем году, чтобы к нашему русско-белорусскому курсу я приеду, отсмотрю, может быть, 2-3 ребят, которых я возьму в АВГИК. Может быть, кого-то из режиссеров возьмем, молодых, начинающих, кто хочет стать режиссером. То есть именно вклад в детей, вклад как раз в молодежь, которые захотят действительно связать свою судьбу с этой профессией, потом, обучившись, они возвращаются сюда. А это и есть то самое развитие постепенно, те самые зернышки, которые постепенно начнут прорастать. Отбор здесь будет проходить в Абхазии, да, получается? Что? Отбор. Отбор, конечно, я прилечу сюда, и мы отберем. Я понимаю, что здесь будет большое количество претендентов на место. Посмотрим, может быть, в будущем, там, через 5 лет, может быть, будет еще и русско-абхазский курс наберем. То есть посмотрим, есть идеи. Давайте помечтаем, давайте будем теми самыми романтиками, которые мечтают, и в этих мечтах, знаете, как сказать, многие мечты реализуются. И поэтому давайте помечтаем и будем мечтать, чтобы все наши планы реализовались. Сергей Витальевич, вы много лет совмещаете актерскую профессию, режиссуру, руководство театром. Что вас больше всего вдохновляет сейчас? Вдохновляет? То, что это нужно. Одно дело, когда ты работаешь, но в основном работаешь только для себя. Но искусство, тем более театральное искусство, оно не может быть для себя. Вернее, многие из тех ролей, которые мне приходится проживать и в кино, и в театре, они, конечно, многое дают и мне самому лично. Но все-таки, когда ты работаешь для других, вообще такой уже глобальный смысл приобретает сама фраза «работать для других». Когда то, что делаешь, нужно людям. А это уже миссия. Как бы это громко ни звучало, и ответственность другая. Не для себя, а для других. Степень ответственности. Поэтому, когда ты понимаешь, что надо работать, и это нужно, сил прибавляется. Что бы вы хотели пожелать зрителям Абхазии, юным, подросткам, любого возраста, неважно, которые придут на спектакли, на мастер-классы? Чтобы нашли себя в этой жизни, потому что самое главное — найти то, чем ты хочешь заниматься, безусловно. Даже если ты пришел попробовать себя в актерской профессии или чему-то научиться, чтобы это способствовало твоему собственному развитию. Не обязательно все станут актерами после этого, нет. Но даже элементарно встать у доски в школе, очень красиво, доступно рассказать о своих знаниях. Даже элементарно у доски порой дети не могут, потому что слишком зажаты, боятся выходить, разговаривать. Но это один из тех самых принципов общения, когда мы не боимся общаться, когда мы умеем общаться, когда умеем располагать людей. Это тоже те самые принципы актерского мастерства. Они и в жизни-то хороши. Поэтому я думаю, что пускай все наши тренинги и знакомства с нашей русской культурой помогут что-то понять о самих себе и способствовать изучению, опять же, своего родного языка, родной культуры. Потому что я всегда выступал за то, чтобы мы сохраняли свою самоидентичность, чтобы мы сохранили свои традиции, сохранили свой язык и свою культуру. Потому что человек, который своими корнями, как то самое дерево, как у Фазилия Искандера, да, чтобы оно вот так вот росло и глубокими корнями цеплялось настолько за эту землю, что вырвать невозможно. Даже с корнями не получится вырвать, потому что слишком глубокие корни. Вот это то, что хотелось бы было и у вас, и в вашей стране, и у нас тоже. Тогда мы не потеряемся в этом сложном, непростом, порой озлобленном мире. Сергей Витальевич, я знаю, что у нас время ограничено. Абхазию испокон веков называют страной души. Мы рады вас здесь видеть, и для нас очень символично, что вы прибыли в страну души, потому что все, что вы делаете на сцене, вы делаете с душой. Спасибо вам большое за беседу и за то, что вы у нас в эти дни с большим фестивалем. Спасибо большое, спасибо. Рады будем встрече снова. Спасибо. Спасибо.